Здравствуйте, уважаемые учителя и абитуриенты! Сегодня с вами разберем внутренние воды Азербайджана. Сперва давайте рассмотрим реки. Здесь мы должны обязательно сказать, что средний годовой сток всех рек в Азербайджане составляет 31 кубических километров. Из них 10 кубических километров формируются на территории нашей страны, 21 кубометр формируется вне территории нашей страны. Реки, сток которых формируется в других странах, их мы называем транзитные. Реки, которые протекают по границе с другой страной и Азербайджаном, называются пограничными, например, реками. Это будет у нас Араз, Болгарчай, например, река Самур и так далее. Дальше, по особенностям питания, реки нашей территории бывают с постоянным стоком и пересыхающие летом. Постоянным стоком это те реки, которые в течение всего года имеют в течение, многоводные бывают, много воды у них в русле, и у них такое смешанное питание. А реки, которые пересыхают, они летом исчезают. И эти реки мы называем реки со слепыми устьями. По источнику питания, реки бывают питающиеся ледниками и снегами, подземными водами и дождевыми водами. Тут у нас, вот здесь у меня такой список рек, по питанию. Желательно знать не в процентах, именно конкретно это невозможно, но преимущественно какие реки питаются, например, ледниками и снегами. Это река Самур, Кусарчай, Гуделчай, Дамирапаран и Гилан-чай. Подземными водами питаются Тартар-чай, Туриан-чай. Кстати, Дамирапаран – это переток Туриан-чая. Сам приток Дамирапаран снегами питается, ледниками, а Туриан-чай, главная река, она питается больше всего, подземной водой. Ганых, Акера, Араз и многие реки Нахчывана. Подземными водами, дождевыми точнее, питается у нас реки Абшеронга-Бустана, Виляшчай, многие реки Лянкерана, Ахсучай, Кёндарянчай, Инджачай и Гаргар-чай. Теперь давайте с вами рассмотрим самые, такие реки, которые протекают по нашей территории, длинные реки. Это Кура и Араз. Река Кура берет свои истоки в Турции. И Араз, и Кура берут свои истоки в Турции. Кура начинается с высоты 2740 метров на горном хребте Кызылгедик. Протекает по территории Турции, оттуда Грузия, потом, Азербайджан. Проходит через территории 3 стран. Так, ее длина 1515 километров. В районе Невчала она впадает в Каспийское море. Больше всего в питании у нее преобладает снеговое питание. Полноводный месяц, самый высокий уровень наблюдается в апреле. Самый низкий уровень, в сентябре месяце. Дальше, тут у нас Сабирабадского района Кура притоки не имеет. Не имеет притоки. И от Невчалы до Евлахского района она пригодна как в целях транспорта, в речном транспорте. Дальше она непригодна, потому что от востока на запад территория Азербайджана по высоте увеличивается. Так, река Араз. Араз начинается на высоте 2990 метров на Бингёльском хребте в Турции. Протекает по территории, Турция, протекает по территории Армении и Азербайджан, Иран, как пограничная река. Течет и в районе Сабирабад на уровне высоте минус 11 метров. Она впадает в Куру. Так,
Больше всего в питании у нее будет подземное, 46%. Так, вот эта река Арас. Дальше, значит, да, больше у нее подземное питание. Это у нас такая диаграмма в учебнике есть. Кура и Арас, как в питании все показано. Так, теперь давайте рассмотрим с вами по регионам реки. Значит, реки северо-восточного склона Большого Кавказа. Экономически это будет Кубахачмасский экономический район. Эти реки непосредственно впадают в Каспийское море. Устье у них ниже уровня Мирового океана. Так, берут они свои истоки на боковом в основном хребте. В основном Гусар-чай, Гудял-чай и Самур. У них будет ледниковое питание. Так, значит, физгеографически это будет у нас Самур, Девичинский район и Кунах, Кентский район. Дальше особенности, одна из самых важных особенностей, это то, что эти реки создают каньоны. Реки протекают по двум тектоническим зонам: поднятие Большого Кавказа и Предкавказский прогиб. Так, дальше реки южного склона Большого Кавказа. Это реки Мазым-чай, Катых-чай, Балакян-чай, Карачай, Кюрмük, Кишин, Айри-чай, Ганых. Так, какие особенности? Эти реки выносят конусы выносов Ганх-Айричайскую долину. Здесь физгеографически это будет Закатало-Лахычский и Ганх-Айричайские районы. Экономически будет Шики-Закатайский район. Так, реки Киш, Шин, Курмух, в основном они каменные, грязекаменные сели несут. Дальше граница с Грузией протекает по рекам Мазым-чай, Ганах. Тут Кабырла тоже есть, но это река, значит, по Джейран-чоле протекает. Так, дальше Ганах и Кабырла, они впадают в Мингичевирское водохранилище. Значит, реки Ширванской зоны. Так, это реки Алиджан-чай, Турян-чай, Гёй-чай, Кирдман-чай и Ахсу-чай. Желательно эти реки знать последовательность этих рек. Так, Алиджан-чай, здесь такой момент, что в Нахчиване похожая река есть. Там буква М попадается на первый слог. Алинджа-чай. Тут буква Н на второй слог попадает. Алиджан-чай. Значит, эти реки являются для Куры левыми притоками. Они питаются, значит, в основном грунтовыми дождевыми водами, особенно Турян-чай 61% имеет. Дальше, значит, выносят конусы выноса на Ширванскую равнину. Физгеографически это будет Кюдри-Ширванский район. Дальше, значит, летом они пересыхают, так как широко используются для орощения. И, значит, отметили, что приток Турян-чай-Дамира-Паран питается ледниковыми снеговыми водами. Реки Апшерон-Гобустанской зоны. Так, реки Апшерон-Гобустанской зоны здесь мало. Пирсаат, Ситал-чай, Джейран-Кечмез, Сумгайт-чай в основном. Эти реки не так используются для орощения. В основном они несут грязевые сели, так как проходят по, значит, осадочным породам, сели грязи несут. Дальше, значит, эти реки в орощении не так применяются. Так, и сухие речные долины доходят до Каспийского моря. В питании в основном у них дождевое будет. И поэтому, значит, полноводное время года будет зима.
Реки южной зоны, Ленкеранской зоны. Реки этой зоны будут Булгар-чай, Астара-чай, Вельвели-чай, извиняюсь, Виляш-чай, Ленкеран-чай, Тенгерут. Так, все эти реки, они впадают в Каспийское море, кроме Булгар-чай. Булгар-чай впадает в озеро Махмуд-Чала. Значит, все остальные в Каспийское море. Получается, у них устье тоже будет ниже уровня Мирового океана, находится на Ленкеранской низменности. В основном питание этих рек будет дождевое. Так, ни в коем случае ледниковой, снеговой не будет, потому что Алжирские горы средней высоты, и тут у нас температурная инверсия будет. Так, дальше, значит, тут реки Булгар-чай и Астара-чай будут значит, пограничными реками, пограничные реки. Они делят северный и южный Азербайджан. Так, реки Нахчеванской зоны. Реки Нахчеванской зоны будут Арпа-чай, Нахчеван-чай, Эллинча-чай, Гилан-чай и Ордубад-чай. Значит, тут Гилан-чай. Она берет свои истоки из горной вершины Капыджек, поэтому питание будет у нее ледниковое. Дальше, значит, река Нахчеван-чай, она берет истоки из озера Батабад, и приток Нахчеван-чая, река Кюкю-чай, она берет свое начало из озера Ганлы-Гёль. Нахчеван-чай впадает в Аразское водохранилище. Эти реки применяются в орошении, и эти реки имеют наивысшие, значит, истоки. Тут надо отметить, что реки Нахчевана для Араза будут левыми притоками. Правые притоки Араз принимает по территории Иранской Исламской Республики. Дальше реки северо-восточного склона Малого Кавказа. Здесь у нас будут реки Ахстафа-чай по Кюрек-чай. Значит, Ахстафа-чай, Tovuz-чай, Зеям-чай, Шамкир, Кошкар, Генджа-чай и Кюрек-чай. Значит, на Ахстафа-чае у нас Ахстафа-чайское водохранилище. Эти реки будут правыми притоками Куры. Так, Ахстафа-чай и Tovuz-чай, они считаются транзитными. Кошкар-чай у нас будет самая загрязненная река, сток которой формируется в нашей территории. Так, реки этой зоны протекают по территории двух, значит, физических районов. Гянчинский район и Казах-Карабахский район. Так, дальше. Реки юго-восточного склона Малого Кавказа. Это будет у нас река Тартар-чай по, значит, Бесид-чай. Да, Тартар-чай, Бесид-чай. Тартар-чай. Реки этой зоны в основном, такие как Тартар, Хачин и Гаргар, они будут правые притоки Куры. Кёндерен-чай, Акера, Ухчу-чай и Бесид-чай, они будут для Араза левыми притоками. Так, на Тартар-чае у нас стоят водохранилище Сарсангское, Суковушан. Так, значит, Тартар-чай начинается с горной вершины Гярин-Гая. Хачин-чай, Гаргар-чай и Кёндерен-чай, они берут начало из Карабахского хребта. Так, потом притоки Тартар-чая забыли сказать. Это у нас будет Лев-чай, Ардаван-чай и Турагай-чай. Так, Тураган-чай. Река Акера тут у нас есть. Она берет начало с Карабахского Нагорья, имеет достаточно притоков Байгушат. Так,
и Шальва. Так, река, значит, тут Охчу-Чай. Она считается самой загрязненной транзитной рекой. Берет начало из Капыджикского хребта, протекая по территории Армении. Она загрязняется. Так, дальше, что мы знаем про эти реки? Так, все. Значит, притоки давайте посмотрим, что тут написано. Реки, впадающие прямо в Куру, являются ее первыми притоками. То есть, например, Арас будет первичный приток. Реки, впадающие в любой приток Куры, называются притоками второй степени. Например, все реки, впадающие в Арас, являются для Куры притоками второй степени. Так, Нахчыван-чай, Гелен-чай, Кёнделен и так далее. В том числе и реки, впадающие в, значит, Каных тоже. Катых-чай, Балакян-чай, Мазым-чай, Айри-чай и другие. Так, притоки третичной степени. Это будут реки, которые впадают в Айри-чай. Например, Киш и Шин-чай. Значит, Киш, Шин впадают в Айри-чай. Айри-чай впадает в Куру. Точнее, Айри-чай впадает потом в Каных, Каных впадает в Куру. То есть, значит, например, какую реку взять вам? Например, Турян-чай. Турян-чай впадает в Куру. Это ее первый приток. Или Арас впадает в Куру. Дамирапаран впадает в Турян-чай. Турян-чай впадает в Куру. Это будет приток второй степени. А вот единственное, это реки, значит, Айри-чая, которые считаются для Куры третичными притоками. Это будут Киш и Шин. Киш-Шин впадает, еще раз повторяю, в Айри-чай. Айри-чай впадает в Каных. Каных впадает в Куру. Дальше давайте водохранилище посмотрим. Значит, на Куре у нас несколько водохранилищ, и при таком условии мы эти водохранилища, последовательно построенные, мы называем каскад водохранилищ. На, значит, Куре у нас будут Шамкирское, Еникенд, и Мингечевир и Варваринское водохранилище. Так, затем у нас такая тут таблица. Постарайтесь ее запомнить. Значит, такая таблица будет. Мингечевирская, Арасская, Шəmkir, Xudafərin, Yenikənd, Varvara, Ceyranbatan, Sərsəngskaya, Taxtakörpü, Ağstafaçay, Arpaçay, Viləşçay, Xambulançay, Nohurqışlaq, Xaçinçay, Uzunoba, Nehrəm, Aşıq Bayramlı, Cavanşir, Xatınlı, Əyriçay, Suqovuşan, Köndələnçay, Yekəxana, Heydər Əliyeva, Coqaz, Пирсад, Сираб, Болгарча и Гейтепинское водохранилище. Так, некоторые водохранилища находятся вне русла реки. Например, Джейранбатан. Джейранбатанское водохранилище, оно не находится на какой-то реке особенной, но получает воду из Самур-Абшеронского канала. Так, есть такие водохранилища. Например, значит, Тахтакерпинское водохранилище, Джейранбатанское водохранилище, Хамбуланчайское водохранилище. Так. Дальше тут у нас оросительные каналы. Значит, самые длинные каналы, которые отходят от Мингечевирского водохранилища, это будут у нас Верхнеширванский и Верхнекарабахский канал. Верхнеширванский канал орошает наибольшую, значит, площадь. Верхнеширванский, он орошает
Верхнеширванский канал, наиболее, значит, большую площадь, которая вращает, это у нас Верхнеширванский канал. Так, тут у нас, значит, Верхнекарабахский дальше. И самый, самый длинный канал, Самур-Абшеронский канал. Так, главный Мильский, главный Муганский каналы есть. И канал имени Азизбекова. Мильский канал. Ясно, что вращает у нас Мильскую равнину. Физули, Бейлаган, Акчебеды и Мишлинские районы. Главный Муган вращает Муганскую равнину. И Мишли, Саатлы, Сабирабад. Канал имени Азизбекова. Он вращает часть Муганской равнины и Ленкеранскую зону. Так, коллекторы – это особые гидротехнические сооружения, инженерные сооружения, которые нужны для откачивания лишних вод. Особенно это делается, когда уровень грунтовых вод поднимается, и этому причина может быть чрезмерное орощение территории. Так, как запоминаем название коллекторов? Оросительные каналы начинается на Верхний Ширван, Верхний Карабах, и дальше идет главный Миль-Муган, канал имени Азизбекова. Название каналов, обратите внимание, у нас идет по-другому. Не Верхний Ширван, а идет главный Ширван. Не отдельно главный Мийский или Верхний Карабахский, а через дефис уже тут пишутся названия коллекторов. Это будет у нас, смотрите, главный Миль-Карабахский, главный Миль-Карабахский и главный Миль-Муганский. Эти каналы, значит, коллекторы пишутся через дефис, поэтому их легко запомнить. То есть через дефис, который пишутся, это не канал, это коллекторы. И не Верхний Ширванский, а верхний главный Ширванский канал. Так, озера. Озера по происхождению бывают тектонические в Азербайджане, вулканические, ледниковые, обвальные, ахмазы, тектонические и так далее. Так, тут у нас, значит, сперва идут тектонические озера. Это у нас в основном озера на Абшеронском полуострове, Масазыр, Бинагады, Кюрдаханы, Бöğüşor, Xocasən. Ну и это будет Аджинаур, Büyük Алайгөл и Кичик Алайгөл. Большой и Малый Алайгөл пресноводный, а Абшерон и Аджинаур, они соленые озера. Абшеронские озера, они являются реликтовыми. Так, дальше основное значение то, что получают оттуда соли. Так, озеро Аджинаур расположено в Щеки и в Гахе на абсолютной высоте 107 метров. Большой Алайгөл расположен на высоте 2729 метров, Малый Алайгөл на высоте 2739. То есть Малый Алайгөл, он на 10 метров выше Büyük Алайгөл. Это тоже помогает запомнить. Вышли снова ландшафта. Кельбаджарский район. Так, Ахмаза какие? Давайте посмотрим. Джандаргөл, Мехмангөл, Ахгөл, Сарысу, Хаджигабу. Здесь и по уровням, значит, тоже написано. Значит, озера Ахгөл, Сарысу, они бывают пресные, когда уровень воды в Куре высокий, бывают соленые, когда уровень в Куре воды низкий. Так, значит, озеро Ахгөл находится на границе Акчебеди-Бейлаганского района. Мехмангөл находится на границе и Мишле, и Акчебединского района. Сарысу среди них является самым большим по площади. И, значит, дальше тут озеро Хаджигабул, оно будет на левом берегу Куры. Дальше тут у нас идут обвальные озера Göygöl, Маралгöl, Канлыгöl, Батабад. Эти озера, значит, возникли в результате землетрясения в 1139 году, когда гора Кепец обрушилась.
Значит, Гёйгёль находится на высоте 1556 метров в лесном поясе в районе Гёйгёль. Маратгёль тоже находится в Гёйгёльском районе на высоте 1902 метра в горно-луговом ландшафте. Так, озера Батабад, значит, и Ганлы-Гёль находятся на территории Шахбузского района и в горно-луговом ландшафте. Так, значит, тут у нас отдельные озера есть, например, озеро Ахзабирчала лагунного происхождения, Туфан-Гёль в Гебелинском районе, значит, ледникового происхождения и озеро Карагёль в Лачине вулканического происхождения. Так, дальше у нас тут про Каспийское море. То, что, значит, площадь Каспийского моря 380 тысяч квадратных километров. Самая глубокая точка будет Лянкеранская впадина, 1025 метров. Так, значит, глубины. Затем, в основном, тут про Каспийское море мы должны знать, что она делится на три части. Северная часть, центральная и южная часть Каспийского моря. Так, северная часть наиболее холодная, наиболее пресная будет. Значит, центральная часть и южная часть. Южная больше будет, значит, соленая. Так, значит, мало живых организмов, мало отсюда рек впадает в Каспийское море. Так, самые полноводные реки, которые впадают в Каспийское море, это Волга, Терек, Урал, Эмба, Кура. Так, Каспийское море считается остатком древнего океана Тетиса. Так, Каспийское море разделено значит, между пятью странами: Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Так, Каспийское море имеет три основные проблемы. Это колебание уровня, экологическая проблема и биологическая проблема, то есть живые организмы рыбы. Колебание уровня это периодически менялось, периодически то уровень поднимается, то уменьшается. Но это, значит, как объяснить до сих пор точно неизвестно. Предполагается, что когда уровень воды в реках, которые впадают в Каспийское море, высокий, то Каспий уровень тоже повышается. Когда реки высыхают, пересыхают, то уровень в Каспии тоже понижается. Экологическая проблема в основном связана с добычей нефти и газа. Здесь вода загрязняется, и экологически, значит, это вредит Каспийскому морю. Биологические проблемы в основном тоже связаны косвенно и прямо напрямую с экологической проблемой. То есть, если бы не было добычи здесь горючих полезных ископаемых, то не было бы экологических проблем. Соответственно, живые организмы были бы, значит, в более безопасном положении. Это у нас Каспийское море и как ее поделили между собой страны. Это у нас акватория, значит, России. Это у нас акватория Казахстана, это Азербайджана, Туркменистана и Ирана. А вот то, что красной выделено, это то, что северный, центральный и южный Каспий. Дальше у нас, значит, мы должны знать, какие полуострова, острова, значит, заливы, каким странам принадлежат. Полуострова Архан, Аграхан – это Россия, значит, Апшерон – Азербайджан, Бузачи Мангистау – Казахстан, Челекян – Туркменбаши, Туркменистан, Миян-Кале – это будет Иран.
Острова какие? Давайте посмотрим. Чеченские, Россия, Апшеронский, Бакинский архипелаги, Азербайджан. Кулалы, Тюлени, это будет Казахстан. Агучинские, Туркменистан. Заливы на территории России будет Кизляр. На территории Азербайджана Кызылагач. На территории Казахстана Мангистау, Казахский. На территории Туркменистана Карабоғаз-Гөл, Түркменбашы. На территории Ирана будет Бендер-Шах. Так, города, которые у нас тут будут на берегу Каспия, это будут Баку, Актау, Туркменбашы, Энзели, Бекташ, Сумгайыт, Ленкеран, Махачкала. Так, горные хребты Кавказ, Эльбурс. Равнины, примыкающие к Урарас, Ленкеран, Самудзевичи и так далее. Тут у нас реки, которые впадают, мы их перечислили только что. Так, и давайте посмотрим на заповедники и национальные парки. Это будет Кызылагач, Ширванский, Апшеронский, Самур, Яламинский национальные парки. Так, это вся наша тема. Надеюсь, мое объяснение вам очень поможет.